В эфире канала «Новый век», выпуск новостей. Меня зовут Анастасия Маслова. Здравствуйте. Маршрутка под таким названием в Кызыле прошло очередное совместное рейдовое мероприятие представителей городской администрации, налоговой службы и сотрудников ГИБДД. Профилактическая операция проводилась с целью выявления нарушений в области пассажироперевозок. Дежурить вместе с представителями надзорных органов в район Свороток выехала и наша съемочная группа. Первым делом инспекторы ГИБДД проверяли основные документы, которые должны быть у каждого водителя, занимающегося пассажироперевозками. Это наличие водительского удостоверения, путевого листа, страхового полиса и свидетельства на право перевозки людей. Водителей, у которых все документы были в порядке, оказалось немало. Однако встречались и нарушители, которые были оштрафованы в основном за перегруз. Операция «Маршрутка» направлена не только на работу с водителями «Газелей», но и с пассажирами. В первую очередь на профилактику краж в общественном транспорте. Уважаемые пассажиры, у нас участились количество краж речной клади именно в пассажирском транспорте, особенно в перегруженном в часы пик. Каждый день в среднем вывода где-то по 7-10 заявлений таких поступает. В основном телефоны, сотовые, портмоне, кошельки воруют. Бывает, что сумку разрезают, пакеты, поэтому будьте, пожалуйста, бдительны, всегда следите за речной кладью. Хотелось отметить, что в последнее время участились случаи краж личного имущества как в общественных местах, так и в пассажирском автотранспорте, особенно переполненном в часы пик. И поэтому, когда мы проводим такие профилактические мероприятия, мы также с пассажирами, водителями проводим разъяснительно профилактическую работу о фактах краж. Сотрудники столичной мэрии проверили, выдают ли пассажирам обязательные проездные билеты, на которых должны быть указаны фамилия, ОГРН и НН индивидуального предпринимателя и номер билета, а также наличие информационных памяток в салоне маршруток. Личные знаки туда ходят, там сколько билет стоит и какой индивидуальный предприниматель возит, обслуживает транспортные средства. И памятки проверяем насчет бесхозных вещей и кражи сотовых телефонов. На сегодняшний день в Кызыле 298 пассажироперевозчиков, имеющих лицензию на осуществление данной деятельности. Это индивидуальные предприниматели и МУП «Кызылгортранс». Контроль в сфере лицензирования городского общественного транспорта ведет Государственный автодорожный надзор Тувы. С начала 2017 года нами при проведении совместных с ГИБДД рейдовых мероприятий выявлено 17 фактов осуществления перевозки пассажиров без лицензии. В прошлом году за этот же период было 13 фактов. Но, естественно, это только малая часть совершенных правонарушений. Как правило, перевозчики сходят с маршрута, когда контролирующие органы выезжают. Но в качестве положительного момента я хочу отметить, что впервые в этом году судом в качестве наказания применено наказание в виде конфискации транспортного средства за повторное осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Участники оперативно-профилактической операции «Маршрутка» отметили, что подобные рейдовые мероприятия будут проводиться и в дальнейшем. Чинчик Кашпукол, РС Хавалык, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». Если в городе люди сталкиваются с проблемой перегруза в пассажирском транспорте, то в весеннее время жители некоторых районов становятся вообще отрезанными от большой земли. Так, к примеру, в число труднодоступных районов республики попадают поселки Черби и Карахак. Ледовая переправа закрыта с середины марта. Навигационный период еще не начался. Резкое потепление вызвало активный ледоход. Однако сразу после схода льда предприимчивые люди организовали самопроизвольную переправу в восточном районе Кызыла для жителей этих сел. Подробнее Чинчи Самбуга. Навигационный период обычно начинается с середины мая. Осуществлять переправу на маломерном судне до начала навигации сотрудники МЧС смогут лишь в экстренных случаях. Также, по словам спасателей, на спуске восточной части Кызыла подход и стоянка маломерных судов запрещены, но некоторые игнорируют правила безопасности. До недавнего времени в районе Востока действовала несанкционированная переправа на маломерном судне. В данное время эта переправа закрыта. Инспекторами центра ГИМС эти люди оштрафованы, выписано 2 протокола. Поселение Карахак находится от столицы всего в 7 километрах, Черби в 14, а дорога в обход через местечко Андун занимает 1,5 часа езды по бездорожью. Поэтому многие жители сел вынуждены переправляться через реку, несмотря на запрет. Зачастую взрослые берут с собой детей. В ближайшие годы даже прогноза нету, но в течение 5 лет думаем, что будет построен мост. Но пока что решается насчет дороги, связь с Кызылом, с городом Кызылом и нашим центром поселок Ахим, дорога через Ондум.
Стоит отметить, что частники пользуются популярностью у сельчан. Однако самовольная переправа в восточной части города также нарушает и правила дорожного движения. Встречающие и просто таксисты паркуются рядом с так называемой переправой, пересекая велосипедную дорожку, куда проезд автомобилей запрещен. Согласно части 2 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, движение транспортных средств по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере 2000 рублей. Министерством чрезвычайной ситуации согласовывается документ, который будет разрешать службе ГОЧС Республики переправляться только через Большой Енисей на месте летнего парома. Так сотрудники службы гражданской обороны будут переправлять сельчан в экстренных случаях. А ко второй половине мая, когда река полностью освободится от льда и установится достаточная глубина, паром начнет свою работу. Чинчисамбуга, РС Хавалы, телекомпания «Новый век». И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 9 копеек, а евро 62 рубля 32 копейки. Сейчас реклама, а сразу после нее продолжим. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Водонагреватель «Электролюкс» объемом 50 литров всего за 4990 рублей. РБТ.ру. Фабрика «Зонт» изготовит индивидуальную мебель от эскиза до установки из искусственного камня с фотопечатью на любом материале. Быстро и качественно. Горная 28 635 04. Как быть, если срочно нужно квартиру, дачу купить или по кредиту меньше платить? Банки процентом не балуют, а какие-то вообще не жалуют. У нас есть решение. Кредит под залог от Восточного. Хорошее предложение. 8 800 100 ровно 7 100. ПАО КБ «Восточный». Это новости, мы снова в эфире. 2017 год в России по инициативе президента страны объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Жители поселка Карахак решили не оставаться в стране. Сотрудниками сельской администрации и учителями школы был организован первый экологический форум, в котором приняли участие школьники. Была там и наша съемочная группа. Экологический форум начался на местечке Теректи, где находятся субурган жителей поселка Карахак. Представителям природоохранных организаций Тувы рассказали об истории поселка, как и почему жители этой местности обосновались именно на этом месте. Село было, основание села Карахак было тут Тихачевка звалось. Потом они туда перекочевали и на новом Карахаке. В сельском клубе была организована площадка, где учащиеся старших классов выступили с докладами об охране природы и животных Тувы. Подростки с трепетом рассказывали о своих идеях, о том, что нужно для сохранения природы. Также на форуме затронули и вопросы снижения негативного воздействия на здоровье и улучшения качества жизни населения республики. Либо мы сохраним нашу землю, либо уничтожим. Подумай, Машенька, ведь это твой дом. Помимо этого, сотрудники природоохранных организаций республики показали для местных жителей мастер-классы, как вести себя в тайге и что нужно делать, если человек заблудился в лесу. Учитывая территориальное расположение нашей республики, я считаю, что это актуально в каждом сумоне, в каждой деревне, это обязательно. Тем более есть правовые акты нашего правительства, где четко и ясно прописаны, что мы должны активно включиться именно в эту экологию и изъять из этого всего этого самое лучшее для нашей экологии. Как и форуму неравнодушных к природе своей страны, лесничий поселка Вячеслав Самойлык также способствовал открытию экологического музея в клубе Карахака. В экспозиции представлены фотографии о работе природоохранных ведомств республики. Кроме того, в музее были выставлены и работы школьников на заданную тематику. Эта работа длится с сентября месяца длится, и будем все это продолжать в течение нескольких лет. Стоит отметить, что подобные мероприятия в год экологии, которые также называются годом особо охраняемых природных территорий в России, все же принесет природе ощутимую пользу. Ведь наравне со взрослыми на охрану вышли и дети. Чинчисамбуга, РС Хавалы, телекомпания «Новый век». А сейчас самое время узнать, какая погода ждет нас завтра. Прогноз представит моя коллега Муза Черепанова.
Здравствуйте, в эфире прогноз погоды, и я ее ведущая Муза Черепанова. И в начале о нашем партнере. Магазины цветов «Мне розы» предлагают букеты из свежих цветов по очень привлекательным ценам. Сегодня спонсор порадовал нас вот таким ярким и весенним букетом. В магазине «Мне розы» вы можете выбрать как уже готовый букет, так и собрать собственную композицию. Цветы в крафт-бумаге, букеты в корзине, цветы в коробках, свадебные букеты невесты. Любой заказ на ваш выбор. Доставка по городу бесплатна. Посетить магазины «Мне розы» вы всегда можете по адресам Ленина 58, круглосуточно, и Кичиола 18 с 9 утра до 8 вечера. «Мне розы» – искусство радовать. Наверное, нет ни одной женщины, которая бы не улыбнулась, глядя на подаренный ей букет роз. Цветочный магазин «Мне розы» предлагает великолепные композиции из нежнейших эквадорских роз всего за 120 рублей. Мы принимаем оплату любым удобным для вас способом. И самое главное, мы единственный магазин цветов в городе, который работает круглосуточно. Ваша женщина достойна жить в гармонии с красотой. И наша миссия – быть вам в этом полезным. Ну а теперь о погоде на ближайшие сутки. В Кызыле днем будет малооблачно, ожидается небольшой дождь. За окном плюс 14, плюс 17. Вечером и ночью ясно, ветер западный 1 метр в секунду. Температура воздуха вечером составит плюс 14 градусов, а ночью плюс 8 градусов Цельсия. Геомагнитное поле спокойное, влажность воздуха 66%, атмосферное давление 707 миллиметров ртутного столба. На сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Эфир продолжит программа «Услышать каждого». До свидания.